уважаемые главы делегаций, рад приветствовать всех участников встречи в формате ШОС+. Уверен, что сегодняшняя встреча станет еще одним важным шагом для дальнейшего укрепления сотрудничества между нашими странами. Конечно, наши страны с большим успехом развивают сотрудничество как на двустороннем уровне, так и в рамках ряда региональных организаций и объединений. Убежден, что тесный диалог в рамках Шанхайской организации сотрудничества открывает для нас дополнительные перспективы. Уважаемые участники встречи, в современном мире в условиях взаимосвязанности и глобальных вызовов нам необходимо укреплять многосторонний диалог для обеспечения мира и устойчивого развития. Это дает нам благоприятную возможность найти оптимальные пути взаимовыгодного сотрудничества, а также объединение наших ресурсов, знаний и опыта для преодоления проблем, которые ни одна страна не может решить в одиночку. Считаю важным, чтобы наши страны в вопросах безопасности, суверенитета, экономического развития и иных жизненно важных для нас интересов оказывали всемирную поддержку друг другу. Основополагающим принципом деятельности ШОС остается равноправие государств-членов, и его конкретным воплощением служить положение о принятии решений путем консенсуса, которым и впредь необходимо руководствоваться в организации. Весьма отрадно, что из года в год расширяется географическое пространство нашей организации. Идет не только количественное, но и качественное насыщение сотрудничества. Семья ШОС сегодня состоит из 26 государств мира, из которых 14 являются нашими партнерами по диалогу. Уважаемые коллеги, сегодня мы являемся свидетелями нестабильности и неопределенности в мире, острого дефицита диалога и взаимопонимания. К сожалению, вместо объединения усилий для совместного противодействия общим вызовам и угрозам современности наблюдается усиление геополитической конфронтации, использование односторонних санкций и силовых методов, нарушение норм международного права. Нашим совместным ответом на эти вызовы является укрепление шанхайского духа через создание условий для развития сотрудничества на основе взаимного доверия, взаимной выгоды, равноправия, учета интересов друг друга, открытости внешнему миру, отказа от конфронтации и конфликтов. Наша организация нацелена на построение справедливой, отвечающей интересам всех государств многополярной модели мироустройства на основе норм международного права. ШОС олицетворяет собой сотрудничество, мирное сосуществование, совместное развитие, а не конфронтацию. Уважаемые участники, Кыргызская республика всегда выступала за расширение взаимодействия государств-членов ШОС со странами-партнерами по диалогу. Считаю, что у нас имеется огромный неиспользованный потенциал для совместного сотрудничества. Именно по этой причине на саммите ШОС в 2023 году мною было предложено разработать дорожную карту дальнейшего укрепления взаимодействия ШОС со странами-партнерами по диалогу. В связи с этим приятно отметить, что несколько часов назад по итогам заседания глав государств-членов ШОС утверждена соответствующая дорожная карта. Документ предусматривает укрепление политического диалога, развитие сотрудничества в сферах безопасности, экономики и в гуманитарном измерении. Также планируется мероприятие по усилению взаимодействия постоянно действующих органов ШОС с партнерами по диалогу и совершенствование нормативно-правовой базы. Считаю, что на политическом треке взаимодействия важным является проведение совместных встреч на уровне министров иностранных дел и национальных координаторов по делам ШОС, приглашение представителей и партнеров ШОС по диалогу на совещание руководителей министерств и ведомств государств-членов ШОС, заседания неправительственных структур, научные и экспертные встречи. В сфере безопасности полагаю целесообразным пригласить партнеров ШОС по диалогу на встречу секретарей Советов Безопасности и совместные антитеррористические учения, а также организацию консультаций различного уровня по вопросам борьбы с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом.
Кыргызская республика придает особое значение вопросу укрепления взаимодействия с партнерами по диалогу в экономическом и гуманитарном измерениях. Главной задачей на сегодняшний день является активное вовлечение наших партнеров в реализацию совместных проектов в сфере торговли, инвестиций, банковского дела, транспорта, энергетики, а также культурно-гуманитарных областях, включая туризм и образование. Как известно, в настоящее время идет работа по созданию Банка развития ШОС и Фонда развития ШОС для финансового сопровождения проектов. Полагаю целесообразным рассмотреть в перспективе возможность привлечения наших партнеров по диалогу в деятельность этих структур. Уверен, что данный формат встречи ШОС Плюс станет действенной площадкой для углубления взаимодействия между странами ШОС и партнерскими организациями. Благодарю за внимание.